Вкус и технологию приготовления продолжает оценивать жюри гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». До 2 декабря судьи будут посещать рестораны участников. В этом году их 14. Чем же попытаются удивить участники? Сегодня мы поговорим с гостем студии, президентом Федерации рестораторов и ательеров России Игорем Бухаровым. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Вы уже не в первый раз в Якутии, хорошо знаете ее на вкус. Вот меняется как-то качество, вкус блюд? Ну, конечно, это вот прям разительная перемена, потому что это сегодня 5-й фестиваль. Я был тут 2 раза до этого, 3-й раз сейчас. В прошлом году меня не было. И я могу сказать, что уже разительные перемены. Уже повара, уже работают, уже интересные техники, технологии, приготовления. Они миксуют что-то там местное, миксуют с традиционными рецептами местными какими-то, например, какие-то влияния там Японии, там, Кавказа. Это очень интересно. Вот этот микс очень вообще интересен для местных жителей, но так и для путешественников, которые сюда приезжают. Ну вот задача любого фестиваля развиваться, да, вот вы в целом сказали, что вкус в Якутии он меняется, да, что-то приходит новое, сочетается с традициями, да, определенными. Вот насколько растет уровень участников и организации самого вот этого фестиваля? Ну, когда первый раз я приехал, я помню, было, наверное, 6 ресторанов, сегодня 14. Вроде как бы кажется, что это не так много, но рестораторы очень консервативные люди. Они каждый день просто делают какое-то свое дело, и когда им предлагается что-то новое, они всегда так почешут голову, потом скажут, а зачем нам это нужно? Вот когда они почувствуют, что это очень важно, что это интересно, что местные власти, развивая вот привлечение туристов в регион, делают что-то, они будут участвовать, и, конечно, это видно, потому что им хочется между собой соревноваться, им хочется показать, чему они научились, что они предоставляют своим гостям. Вообще любая возможность им, рестораторам, проявить себя и где-то, как у нас говорят, засветиться, это положительный эффект приносит. Ну да, конкурс это тоже помогает развиваться. А скажите, вы бываете вот в разных странах и регионах, а вот в чем главное отличие якутской, ну или северной кухни? Ну, во-первых, мы всегда говорили с нашими коллегами, что у нас, наверное, все-таки на сегодняшний день пока 3 региона, которые можно признать гастрономическими. Это Кавказ, Алтай и Якутию. Потому что здесь так локально местные продукты, они очень интересны. Из них готовят традиционные блюда. И, конечно, это все очень серьезно отличается, например, от других регионов. Мы вчера долго говорили о том, что вот если приезжают люди, для которых эта кухня, скажем, экзотична, они могут попробовать. Другие скажут, что им это не очень хочется, поэтому, вот как я сказал, что повара пытаются делать какие-то для других гостей, которым непривычна данная местная кухня, делать какие-то вещи, которые, ну, в общем, для них более привычны. И, естественно, конечно, вот эта вот вся история вот вашей местной кухни, это вот местные продукты высокого качества и прям, которые вот от поля до стола очень быстро доставляются. А что нужно сделать, чтобы нашу кухню узнали за пределами? Ну, они и знают, но чтобы больше узнали за пределами республики? Ну, вот такие вот фестивали, такие праздники, потому что я когда там в Европе рассказываю своим коллегам, я говорю, вот есть такой праздник, зима начинается в Якутии, 1 декабря, они говорят, а где посмотреть? Лезут в интернет, ничего нету. И тут вопрос о том, что вот он как раз вчера, когда было открытие, мы говорили с министрами, с главой города, мы говорили о том, что не может один ресторан, один отель и туристическая компания сделать турпоток. Они предоставляют услугу. Это должно за развитием туризма, за продвижением края должен отвечать все-таки регион, это правительство, потому что рестораторы не сбросятся, никогда не скажут, там, давайте мы с вами сбросимся по 3 рубля и где-нибудь себя прорекламируем. А в одиночку сложно очень, поэтому это должно заниматься правительство. Ну вот сейчас в Якутии становится все больше популярны сетевые рестораны, кафе. Вот по вашему мнению, это хорошо или плохо? Ну, по крайней мере, для нашего региона. Смотрите, в основе этого можно долго рассказывать, что кулинария – это часть национальной культуры, это искусство, согласен полностью. Дальше вы предлагаете что-то своим гостям. Естественно, кто-то наработал интересные меню, предложения, и они начинают их мультиплицировать, да, делают сеть.
Например, ты понимаешь, что ты в одном районе города с таким названием придешь и получишь то, что ты можешь получить в другом или в третьем, в четвертом районе. Ты это четко понимаешь. Для гостя это очень важно. Он же платит. У нас единственная, наверное, последняя осталась отрасль, где расплачивается после получения услуги. В этом смысле вы можете отказаться, вы можете сказать, нам не очень нравится. Всегда это вопрос. Это когда вот с Роспотребнадзором по защите прав потребителей разговариваешь, меньше всего претензий все-таки к ресторанам. Потому что в любом случае на месте тут же решается вопрос. Вам не понравилось? Ну хорошо, давайте мы вам что-нибудь поможем, давайте мы это блюдо выведем. Ну и так далее. Поэтому для гостя, для него важно качество, соотношение цена-качество, четкое соблюдение там меню и все. Что для этого нужно сделать? Ну, естественно, ресторатор сам понимает, что ему нужно подготовить кадры, ему нужно подготовить поваров, ему нужно заключить договора с поставщиками и так далее. Маленький ресторан, он более, скажем, подвижен, он может варьировать, он может менять там меню каждый день. Дальше вопрос такой: экономика, покупательная способность и желание людей за это платить. Вы предоставляете услугу, они за это платят. Не предоставляете, вы разорились. Вот если говорить о франшизах, вот когда у нас открываются сейчас очень часто рестораны, это тоже относится? Ну, конечно, потому что предприниматель, являясь инвестором в данный бизнес, он говорит сам себе: зачем я буду проходить вот этот этап становления, вот что-то там искать, считать, тратить деньги. Там. Я покупаю франшизу, она популярна, люди о ней знают, еще плюс к тому, что это известное какое-то место. Народ же путешествует, не сидят же здесь все по деревням. Понятно, все же ездят там по стране, за границу, то же самое. Но они приносят все. Не всегда франшиза тоже бывает успешна, бывает не востребована, ничего не поделаешь. А какие проблемы сегодня испытывают предприниматели в стране вот в гостинично-ресторанном бизнесе? Ну, самая главная проблема – это, конечно, низкая покупательная способность населения. Она падает. В этом случае, конечно, приходится какие-то предложения другие делать. Ну и дальше понятно, что все, что связано с затратными, это подавляющее большинство помещений не собственность, это в аренде. Поэтому, когда рассказывают, что рестораторы делают большие цены, надо просто понимать, что там 30% из этого уходит просто владельцу здания. Дальше коммунальные платежи, повышение цен на бензин, инфляция, все это очень серьезно влияет, потому что мы услуга. Поесть можно дома, поесть вы можете пойти купить продукты в магазине. Это все-таки времяпрепровождение, это часть такой культуры. Она у нас была слабо развита в советский период, потом, вспомните, советский период был такой очень достаточно серьезный, голодный, да, мы то воевали, то что-то восстанавливали. Ну, я думаю, что самое важное – это ориентир сейчас на молодежь. Молодежь, если вы сами посмотрите, вы молодые люди, вы сами по-другому к этому относитесь. Поэтому я думаю, что при любой власти существовали рестораны, они будут существовать всегда, и мы будем с удовольствием оказывать гостям своим гостеприимство. Ну, к слову, поесть как раз-таки. Вот в зарубежных странах и в ресторанах, и в кафе это и завтракают, и обедают, и ужинают. Вот в России, к сожалению, пока такого нет. И нужно ли нам это вообще, да, и от чего это все зависит? А это все зависит, опять же, от покупательной способности и возможности оценить, сколько вы тратите время на то, чтобы пойти в супермаркет, купить, потом ваша жена готовит, или вы сами готовите, или вы собрались быстро и пошли, отобедали в ресторане. Сколько это стоит? По затратам, по времени. Мы пока это не научились считать, это часть менталитета, часть культуры. Потому что некоторые считают так: нет, я лучше дома поем, потому что в ресторане непонятно, чем накормят и так далее. Это все изменяется. Потому что там иногда, когда рассказывают, а что там в Соединенных Штатах, там вообще ничего нету. Я говорю, вы знаете, они завтракают, обедают и ужинают и в ресторанах. И у них есть дома, в которых даже нет кухонь. О том, о чем мы мечтали когда-то в послереволюционное время, мы хотели освободить нашу женщину, чтобы она там, понятно, там шла на работу. Мы делали большие столовые, у нас были вот эти дома там нового типа, где тоже кухонь не было, а внизу были столовые и так далее. Мир развивается, я думаю, что в определенных условиях, когда будет большое количество ресторанов, когда будет конкуренция и будет маленькая цена, люди будут ходить завтракать в ресторан. У нас вот очень развиты доставки. Может быть, это связано с тем, что лишний раз на улицу выходить неохота. А вот в России как с этим? В России вы так прям как-то... Вы отдельно живете, что ли? Я понимаю. В центральной части. Скажем, в центральной части, да. Европейская, я бы так перефразировал. Смотрите, сейчас очень развито. Это весь мир. Почему?
Вот молодые люди, они считают так, ну что я пойду тратить время, это сейчас все привезут, мы здесь посидим. Посиделки дома были модные, и помните, да, когда ресторанов было мало. Сейчас ресторанов достаточное количество, но стоимость, например, обеда, который к вам приедет, он дешевле, чем получить это в ресторане. Вам не надо потратить, выезжать куда-то, вам все привезут домой. Сегодня вообще эти услуги очень развиты в связи с развитием вот этих всех коммуникационных систем, смартфонов, вы быстро заказали, можете сегодня заказать повара домой, вы можете заказать сегодня официантов домой, к вам приедут, обслужат, все сделают. Поэтому мир меняется, ничего в этом такого нету. Пока еще на сегодняшний день ресторанов, так называемых, которые, например, где-нибудь за городом, потому что там дешевле аренда, да, и с доставкой только пока таких нету. Вот как раз мы проводили исследования. Пока ресторан, то, вот он есть ресторан, он новую услугу делает. Пожалуйста, вы можете у меня там доставку заказать. Пожалуйста, вы можете заказать у меня официантов, поваров и так далее. Можно много предложений. Люди пытаются в момент такого кризиса сделать, на чем-то еще заработать, сделать предложение. Это вот кризис не всегда это ужасно. Это в определенной степени полезно. Там начинают мозгами думать, что можно еще предложить. Ну, действительно, мир меняется. Меняются ли ваши вкусы? Вот что вам больше всего нравится в якутской северной кухне? Ну, мне вообще нравится все. Я вот чир, муксун, индигирка ваша. Я считаю, что жеребятина, вот это вообще это уникальный продукт. Вот здесь он уникальный. Еще бы вот его бы можно было бы развить на всю страну, потому что много квадратных километров, можно табуны лошадей держать и делать. Плюс оленина, ну и все вот дикоросы есть, очень интересные сочетания. И сырое. Вот то, что как раз рассказывают японцы о том, что вот мы вот это едим, да мы тоже это ели всегда, в общем, и ничего здесь такого удивительного нету. И все, кто здесь когда-то побывал, с удовольствием, все, я сейчас в Фейсбуке пощу, там, что я в Якутске, все рассказывают индигирка, муксун, строганина, все есть, да. Игорь, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Оставайтесь с нами, вы смотрели «Актуальное интервью».